Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Сегодня у нас в гостях заместитель министра имущественных и земельных отношений Якутии Екатерина Миронова. Вместе с ней мы поговорим о современном развитии корпоративного управления в госсекторе экономики нашей республики. Екатерина Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые телезрители, жители республики. Скажите, пожалуйста, что же такое корпоративное управление и в отношении кого или чего оно осуществляется? И что самое важное, для чего оно вообще необходимо? Корпоративное управление – это система взаимоотношений между органами управления акционерного общества, директора правления и его советом директоров, а также акционерами и другими заинтересованными сторонами. Проще говоря, корпоративное управление – это метод контроля за акционерным обществом, за вложенными туда деньгами, средствами, за их эффективным управлением. Тогда, если с самим корпоративным управлением более-менее понятно, при чем же здесь наша республика и, более того, Министерство имущественных и земельных отношений? Тут немножко я еще к первому вопросу вернусь, в плане того, что вообще основная цель корпоративного управления – это, как я еще раз повторюсь, сохранность представленных акционерам средств, их эффективного использования. Вот для достижения этой главной цели органы управления работают над снижением рисками. Для достижения эффективного использования, как я сказала, и для повышения инвестиционной привлекательности общества, компании, для повышения акций, стоимости акций, стремятся к улучшению экономических показателей, способствуют привлечению капитала. Вообще общепринятый результат эффективного корпоративного управления – это когда общество акционерам платит высокие дивиденды. Но чем выше, тем лучше, тем эффективнее работает команда, менеджмент и органы управления. Здесь бы и вернусь к вопросам, как вы задали, что о работе республики в данном направлении, и в частности Министерства имущественных отношений, акции, в которых находятся в государственной собственности, вообще дивиденды обществ, которые находятся в государственной собственности, смотря от их уставного капитала, они попадают при выплате, попадают в республиканский бюджет. И для нас это очень важно. Права акционеров в таких обществах от имени Республики Саха-Якутия осуществляет именно наше министерство. Вот по состоянию на 1 июля 2022 года республика осуществляет права акционеров в отношении 47 акционерных обществ. Причем я замечу, что в 21 общество оно включено в перечень стратегического значения для республики. В том числе, конечно же, это Алроса, Саханефтегаз, Саханефтегазбыт, предприятия транспортной отрасли, которые обеспечивают круглогодичную доступность и необходимых, жизненно важных необходимых товаров по республике. Это такие, как Полярная авиалиния, авиакомпания Якутия, железные дороги Якутии, Объединенное Ленское речное пароходство. Вот эти стратегические общества, в отношении которых министерство постоянно ведет финансово-экономический мониторинг и полностью контролирует корпоративное управление в отношении данных предприятий, так как, еще раз повторюсь, они являются жизненно важными стратегическими обществами. Скажите, а вообще прибыльны ли акционерные общества с участием нашей республики? Тут такой вопрос, считаю, все-таки мы должны понимать, что республиканские акционерные общества, это прежде всего наиболее значимые отрасли для нашей экономики, которые необходимы для нормального функционирования региона. И, конечно же, принято считать, что целью акционерных обществ это и является получение прибыли, и их основная задача – пополнение доходных статей бюджета республики. Но мы стараемся по данному вопросу смотреть шире, не как одномоментно получить какую-то выгоду, а смотреть на перспективу. То есть таким обществам нужно где-то помочь, особенно пережить трудные времена, пандемии, санкций, а в дальнейшем эти общества развивать.
То есть мы их не можем так вот раз и продать или что. То есть эти общества для нас стратегически важны, необходимы. Наши еще акционерные общества, они еще ведь и выполняют и социальную роль, помогают государству выполнить наши задачи. То есть мы ставим задачи какие-то социальные, и эти общества, они нам помогают выполнять это, и чтобы функционировал регион эффективно. И в соответствии с действующим законодательством, да, вот, до 1 июля 2022 года завершилась кампания годовых общих собраний акционеров по итогам 2021 года. Здесь я немножко, значит, отмечу моменты, да, такие. Вот в части доходности республиканского бюджета мы курируем вопросы дивидендной политики региона. Вот за 2021 год прибыль получена в 21 акционерном обществе. Из них решение о выплате дивидендов приняло 18 акционерных обществ, это где-то около, более 58%. При этом суммарная выручка от реализации продукции общества в 2021 году по сравнению с предшествующим годом она возросла более чем на 6% и составила более 48 миллиардов рублей. При этом отмечаем, что наиболее большие суммы выручки наблюдаются в этом году у авиакомпании Якутии, это больше 100 миллиардов рублей, у железных дорог Якутии в размере тоже где-то около 8 миллиардов рублей, у Ленского объединенного речного пароходства выручка составила более 6 миллиардов рублей. Таким образом, в 2021 году заметно увеличилась выручка занятых в сфере транспорта на 28 где-то процентов. Это показывает о том, что отрасль, она оживилась, и это все благодаря снятию ковидных ограничений. Вот. И замечу, что, к сожалению, снизилась выручка, полученная хозяйствующими обществами именно в субъекте сельского хозяйства. Где-то даже на более 20% ущерб был нанесен прошлогодними пожарами. Вот. Природная стихия подорвала позиции сельхозтоваропроизводителей, к сожалению. Но также радует, что в 2021 году акционерные общества с более 50% долей республики, они все-таки вышли на прибыль. В 2019 году общий убыток акционерных обществ госсектора экономики, он составлял около 22 миллиардов рублей. Вот. В 2020 году удалось сократить эти убытки более чем на 80%. И это перевести в деньги, это более чем на 17 миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом. А в 2021 году удалось выйти на чистую прибыль обществ, которая составила более 500 миллионов рублей. Вот. Объявлены дивиденды без учета авиакомпании «Алроса», я говорю здесь, по итогам деятельности за 2021 год, это более 600 миллионов рублей. Это более чем в 5 раз больше по сравнению с выплаченными дивидендами по итогам деятельности за 2020 год. Показательно, что по итогам года деятельности за прошедший 2020 год дивиденды составляли 119, что больше на 67% показателей 2019 года. Видите, да, динамику? Конечно, да. Это и экономически обоснованно получается. Да. Скажите, а вот Министерство имущественных и земельных отношений нашей республики в качестве акционера принимает решения на общих собраниях акционеров. Каким образом это происходит? Вопросы управления разделены между акционером, советом директоров, исполнительным органом. Да? Наиболее значимые вопросы, они решаются общим собранием акционеров. Стратегические вопросы решаются советом директоров. А вот такие вот хозяйственные и так далее моменты, они, конечно, это прерогатива управления. Это генеральный директор, либо правление компании. Сейчас для отслеживания корпоративного управления применяются ли какие-то механизмы? Если да, то какие? Так, а можно я еще вот тут обозначу, да, что наши многоуважаемые коллеги, вот мы когда говорили, как происходит вот это вот все
управления в акционерном обществе, я тут еще немножко обозначу о том, что кроме в состав Совета директоров входят еще и государственные служащие. Вот, они работают, тут замечу, на безвозмездной основе, хотя несут пожизненную ответственность за принятые решения. Но, тем не менее, вот это является их еще и дополнительным как бы фронтом работы, который вот они исполняют, да. А по поводу механизмов, если говорить об акционерах, о механизмах, о качестве проделываемой работы корпоративного управления. Вот. Но у нас во всех акционерных обществах, да, в уставном капитале которых доля республики составляет выше 50% участия, внедрена оценка органов управления общества, которая отображает сведения об уровне корпоративного управления. Показатели оценки эффективности органов управления включаются в годовые отчеты акционерных обществ, в том числе и результаты за предыдущий корпоративный год. Кроме того, ежегодно вот, до 1 сентября мы собираем отчеты представителей интересов республики. Здесь еще смею заметить о том, что за просрочку данного отчета идет и штрафы административные, да, и здесь каждый представитель делает отчет подробный о том, что, как он работал за этот корпоративный год, что он какие-то вопросы внес в состав директоров. Вот это так. Екатерина Константиновна, скажите, а вот в свете последних нескольких лет мы переходим все больше в сферу цифровизации. Как раз вот это явление научно-технического прогресса затронуло ли акционерное общество нашей республики? Да, ну сейчас мы без цифровых технологий, конечно же, никуда. Цифровизация акционерных обществ – это вообще комплексное преобразование обществ с использованием вот этих самых цифровых технологий. Каждое общество должно работать, разработать собственную стратегию цифровой трансформации. На сегодняшний день такие стратегии уже приняты Алмаз-Эргенбанком, Водоканалом, и вот на днях буквально с нами согласовали этот проект Сахамедиа. Наше министерство в этом плане предоставляет помощь обществам. Мы разрабатываем методические рекомендации, то есть они не просто так вот им сказали, вот надо разработать стратегию. Нет, мы работаем с ними вместе, обучаем, разрабатываем методические рекомендации, полностью, как бы сопровождаем вот это новшество, чтобы оно было. Тем более, что главой республики Асием Сергеевичем Николаевым в этом году поставлена задача обеспечить утверждение таких стратегий в каждом обществе, доля которых составляет более 50%. Нововведения у нас за этот год происходят очень большие. Да, мы разрабатываем корпоративную площадку, уже разработаны технические задания, мы активно работаем сейчас с разработчиками. Вообще об корпоративном управлении нужно говорить очень-очень много. Это очень интересное направление, современное. Ну, на сегодня вот время у нас ограничено, поэтому я, наверное, закончу. Да, конечно. На самом деле это очень интересная тема. Благодарю вас, Екатерина Константиновна, за то, что стали гостьей нашего интервью. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.